Поддержка, по идее, нужна и Центру средневековых ремесел. Им пришлось объявить сбор средств. Ранее историко-реконструкционный клуб «Кречет» сообщил об угрозе прекращения своей деятельности. Причина – финансовые трудности. Не хватает средств на установку пожарной сигнализации. Слово Любови Лапиной. В прошлом это здание – заброшенная котельная. Сейчас – будущий Сысольский осадный городок. Историко-реконструкционный клуб «Кречет» восстанавливает помещение с 2017 года. Стройка Центра средневековых ремесел в самом разгаре. Уже оборудован музей живой истории на 2-м этаже. Идет обустройство мастерских на 1-м. В планах заняться и внутренним двором. Средства на стройку, гранты на реализацию проектов и личные деньги участников клуба. Когда мы попали в это здание, мы удивились и были шокированы тем, что как мы согласились на это, потому что это была совершенно пустая коробка, наполненная просто мусором. Но вот после 3 лет строительства клуб оказался на грани выселения. Все дело в дорогостоящей системе пожарной безопасности, которой строений изначально не было, но она должна быть по требованию надзорных органов. Собственник помещения, отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», требует ее установки от арендатора. Но «Кречет» в данный момент сделать этого не может. Слишком большая сумма требуется, свыше 250 тысяч рублей. Ввиду того, что помещение используем мы, «Динамо» возлагает эту обязанность на нас. Ну, мы, в свою очередь, за раз потратить довольно большую сумму на обеспечение пожарной безопасностью, сразу не можем, то есть, и вот возникла ситуация, что как-то пришлось обратиться к общественности. Если «Динамо» решит законсервировать здание, это автоматически сорвет 3 грантовых проекта. И все они завязаны именно на этом строении. Тогда клубу «Кречет» придется вернуть грантодателям почти 2 миллиона рублей. Но сделать это уже невозможно, ведь деньги потрачены на закупку оборудования и материалы. Единственный выход – только подать на банкротство. Впрочем, любители истории и реконструкции все же не хотят сдавать позиции. В поддержку Центра средневековых ремесел объявлен сбор средств. На помощь уже приходят волонтеры, друзья участников клуба и люди, которым «Кречет» помогал на протяжении 20 лет своего существования. Я много рассказывал о «Кречете» своим ученикам. Ребята нам регулярно помогали, бескорыстно. Деньги я им сувал, не получилось, они не брали деньги. Например, они для сборной республики Коми по туризму изготовили альпинштоки для участия во Всероссийском слете юных туристов. Очень трогательные, с надписью «Государственная Кречету», туристатам от «Кречета». По словам участников клуба, сейчас они в подвешенном состоянии. Покидать помещение «Кречет» не хочет и постарается все же исполнить все требования «Динамо». Решение проблемы еще только предстоит найти. Любовь Лапина, Дарья Филитова, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган».